где есть источники повышенной опасности, а это свет, газ, где они могут повредить людям, жителям нашим. Вот просто-напросто колокола бейте, не стесняйтесь никого. Незаконное подключение к газовым сетям обсудили на совещании главы Ингушетии в Магасе. Создать комиссию, пересмотреть акты, полностью, значит, рассмотреть конкретно капитальный, что такое капитальный ремонт. Махмуд Али Калиматов подверг критике реконструкцию Дома культуры в селении Нестеровское. Почему, расскажем через несколько минут. У нас есть и инструкции, и план есть, безопасности. До начала нового учебного года осталось чуть больше 2 недель. Готовность региональных школ проверяет специальная комиссия. Если это благоугодное дело, конечно, мы думаем, пока здесь живем, будем жить вместе, дружно, в солидарности и будем делать, иншаллах. Сотни семей Ингушетии получат помощь от турков-месхетинцев. Земледельцы делятся с нуждающимися собственноручно выращенными овощами. Раз, быстрее работай. Все в касании. Первый выход на поле после карантина. Юношеская футбольная команда «Ангушт» возобновила полноценные тренировки после долгого перерыва. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. В Ингушетии проходят работы по техническому обслуживанию внутридомового квартирного газового оборудования в многоквартирных домах, относящихся к старому жилому фонду. Результаты этой деятельности обсудили сегодня на совещании главы республики. Все подробности в сюжете. Инспекцию для выявления незаконно установленного газового оборудования, случаев его эксплуатации с несоблюдением мер предосторожности «Газпром Межрегион Назрань» начал 15 июля. Проверка предполагает стопроцентный охват потребителей и полную инвентаризацию объектов газоснабжения многоквартирных домов. В Малгобеке у вас там женщина молодая умерла отравлением газа. Кого сажать будем в тюрьму? Слушайте, молодожены, по-моему, да? Ажел, Халсаги, это чья-то дочь, сестра, как я всегда говорю, сноха чья-то, мать будущая, наверное. Мярия, воспитали девчонку, отдали, а он взял от плиты газовой, протащил в ванну и повесил котел. На этот печальный прецедент, говоря об ответственности лиц, чьи действия или бездействие приводят к подобному стечению обстоятельств, сослался глава Ингушетии на расширенном совещании Кабмина республики. Ростехнадзор, записывайте, подготовьте сплошную проверку, сплошную, с главами администраций, районов, городов. Вот, разработайте план незамедлительно. Незамедлительно. Это же не первый случай. С плиты присоединяет, протаскивает. Там же нет ни форточки специализированной, ванны же нет, ни вентиляции. Когда эту ставят, без вентиляции, без форточки, ее вообще нельзя ставить. Котел нельзя туда ставить. Бердадол. Ай, догдацве, дело кырыцве. Фудуцваже. У нас ни сердца нет, мы Всевышнего не боимся. Как мне доложили, более 200 квартир. Кто будет следующий? Кто там? Дети будут. Сунумхац. По данным энергокомпании, с середины июля обследовано 3378 квартир в 86 домах Назрани, Малгобека и Карабулака. По факту проверки в 2142 квартирах отсутствует доступ, отключено путем опломбирования 302 единицы оборудования. Выданы 645 предписаний об устранении нарушений и лишь в 79 случаях отсутствует нарекание.
Также до начала работ в адрес глав администрации городов были направлены письма о предстоящих работах с просьбой обеспечить присутствие представителей муниципалитета, но обращения остались без ответа. Руководитель субъекта отметил, что такая деятельность должна и будет вестись всеми компетентными органами сообща, поскольку речь идет о безопасности жителей республики. У меня просьба какая? Другие главы тоже. Я не знаю, есть ли у вас такое безобразие. Не знаю. Но пока вот по Малгобеку я точно знаю. Главы, министры, вот Ростехнадзор. Возьмите факты, которые есть, и вот прям, попросите их. Дорогие жители, у нас беда. Нельзя этого делать. А применять самые жесткие меры, возможные Ростехом, МЧС, пожарные, все службы. Привлекайте, если нужно, правоохранительные органы. Мне конкретика нужна. Мне не нужны ваши разговоры. Мы же из-за своего попустительства, что мы вовремя не знали, не приняли меры административные, как мы на похороны пойдем? Вот как там глаза смотреть? Матери этой женщины, девушки. Это же в наших обязанностях. Где есть источники повышенной опасности, а это свет, газ, где они могут повредить людям, жителям нашим. Вот просто-напросто колокола бейте, не стесняйтесь никого. Глава Ингушетии подверг критике реконструкцию Дома культуры в селении Нестеровское. Здание ДК построено в 1979 году. Финансирование проекта в размере 20 миллионов 400 тысяч рублей осуществляется за счет муниципального бюджета. По словам руководителя подрядной организации, работы на объекте начались месяц назад и по плану должны завершиться в декабре. На текущую дату строители приступили к облагораживанию фасада. Какого года построили? В 79-м году построен был, в 80-м году был ввод в эксплуатацию. Полностью у нас будет реконструкция, обновление фасада. Не, когда начал? Месяц назад. Месяц назад. Когда закончил? До конца года у меня по контракту, а закончить в течение 2 месяцев. Нет, до конца года это как? Декабрь. 1 января? До 31 декабря. До 31 Декабря этого года. декабря. Да. Так, а финансирование? Финансирование своевременно. Тебе идет муниципалитет? То, что они работать будут, понятно. Но если тебе задание не дали, правильные задания, он будет экономист, строителем, они будут мучиться. Здесь надо было специалист, чтобы приехал, дизайнер, посмотрел, набросал эскизы. На замечание главы региона о том, что первоочередной необходимостью является не экстерьерное оформление, но проведение капитального ремонта внутри помещения, обновление коммуникаций и вентиляции, было доложено, что проектом указанные работы не предусмотрены. Аргументы строителей главу региона не удовлетворили. По указанию Махмуда Али Калиматова проект будет пересмотрен. Создать комиссию, пересмотреть акты, полностью, значит, рассмотреть конкретно капитальный, что такое капитальный ремонт и в его нормативе, значит, описать всю необходимую здесь работу. Понятно? Особо обратить внимание на пожарную безопасность. Второе, обратить внимание на вентиляционные шахты. Новая школа на 720 мест возводится в Плиево. Трехэтажное здание состоит из 5 блоков. Для детей и учителей создаются комфортные условия. 40 кабинетов, спортивные и актовые залы, помещения для кружковых занятий. Объект возводится по федеральной целевой программе. Качество и сроки строительства в сюжете нашего корреспондента. 150 рабочих и более 10 единиц строительной техники. Новая школа в Плиево совсем скоро распахнет двери для учеников. Рабочие заняты внутренней отделкой и благоустройством двора. Бригада Исмаила Дахильгова строит площадку для мини-поля. Мы все делаем качественно. Материал у нас строительный очень качественный, добротный. Работники у нас хорошо работают. И работаем без выходных. 1 выходной в неделю у нас. И выходные работаем, субботу, воскресенье, до 7, до 8 вечера работаем. Пока не стемнеет, мы стараемся, чтобы завершить быстрее, сдать объект в сроки. Строительство школы начали год назад. Объект возводится с соблюдением всех норм безопасности, делая акцент на сейсмоустойчивости. Несмотря на коррективы в планах, которые внесла эпидситуация, объект обещают сдать в срок. Ход строительства идет с опережением графика. На несколько месяцев с опережением графика мы ее
постараемся закончить строительные работы все. Электрику сделали, закончили, вентиляцию уже закончили, кафельные работы, вот укладка кафельной плитки заканчиваем. Остается благоустройство за пределами школы, укладка брусчатки. 3 этажа поделены на 5 блоков. В новой школе предусмотрят пандусы, лифты и отдельные санузлы для детей с ограниченными возможностями. На строительство объекта выделено больше 480 миллионов рублей. 80% из этих средств уже освоено. По благоустройству тут игровые площадки, площадки для досуга, берешлоз, игровые площадки, ялх, оза, деха, мини-поле, большое футбольное поле, освещение лишь. Прорезиненная площадка же 100 метров, бег с барьерами, круговую, беговые площадки. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружковых занятий и лабиринт учебных блоков. Школу строят по федеральной целевой программе. Она станет самой большой в поселении. С открытием объекта в первую очередь снизится нагрузка на вторую школу. А рядом, также на стадии завершения, новый детский сад. Это еще одна отрада для родителей, которые смогут занять своих малышей. А после завершения основных строительных работ дорогу к социальным объектам заасфальтируют. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Риск вспышки второй волны COVID-19 все еще велик. Самое время напомнить о профилактике вируса. Никаких рукопожатий, постоянная дезинфекция, мытье рук, простые меры защиты. Как можно реже посещать места массового скопления людей, советуют врачи. Кто в группе риска, кому стоит проявить особую бдительность, расскажет Светлана Томова. Вирус передается воздушно-капельным путем через слизистую. Инкубационный период от 3 до 14 дней. Симптомы коронавируса схожи с признаками гриппа. Об этом не перестают повторять врачи. COVID-19, по словам специалистов, уже изученное заболевание. Распознать острый инфекционный процесс можно по следующим признакам. Клинически коронавирусная инфекция характеризуется, во-первых, интоксикационным синдромом, то есть это чувство разбитости, недомогания, это повышение температуры до субфибрильных и фибрильных цифр. И также это поражение легких, да, основная мишень при коронавирусной инфекции – это легкие. Поэтому больной чувствует чувство сдавления в грудной клетке, одышку. И также могут присоединяться симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Это такие как тошнота, рвота и диарея. COVID-19 все еще среди нас, отмечают специалисты, поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности. В соблюдении правильного, рационального, сбалансированного питания, соблюдение режима полноценного сна и оптимальной для конкретного человека физической активности, что в совокупности будет повышать сопротивляемость организма к различным вирусным заболеваниям, в том числе к коронавирусной инфекции. Вторая мера профилактики будет заключаться в соблюдении мер гигиены. Следующая мера профилактики заключается в соблюдении правильного расстояния и этикета, скажем так. Рекомендованное расстояние между людьми при посещении мест массового скопления, общественных мест, составляет не менее 1,5 метра. И следующая немаловажная мера заключается в ношении масок. Диагностику коронавирусной инфекции проводят в основном экспресс-тестом, при котором определяются антитела COVID-19. Это иммуноглобулины G и M. Но это не единственный способ выявления заболевания. Также используется ПЦР-диагностика, более точная диагностика, при которой берут мазок с носоглотки и ротоглотки и далее исследуют в лабораториях. Если раньше специалисты утверждали, что в зоне риска люди только старше 60 лет, то сейчас можно с уверенностью сказать, заболеть серьезными последствиями может каждый, включая детей. Но группа риска тяжелого течения заболевания все еще остается прежней. В первую очередь лица старше 60 лет. А ко второй группе лиц
тяжелого течения данного инфекционного заболевания относятся лица с хронической соматической патологией. Это люди, страдающие ишемической болезнью сердца, люди, страдающие заболеваниями органов дыхания в виде бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни. Также лица, страдающие онкологическими заболеваниями, и лица с иммунодефицитным состоянием. Врачи выдвинули предположение, что коронавирусная инфекция дает общее для всех осложнение – нарушение работы центральной нервной системы. У людей, перенесших COVID-19 после выздоровления, при отрицательном тесте на коронавирус проявляется озноб вне зависимости от внешних условий. Некоторые принимают это за повторное заболевание. Пока ученые не могут сказать, постоянное это нарушение или временное. Потому жителям рекомендуют строго соблюдать меры предосторожности. Светлана Томова, Майербек Мержоев. Новости 24. Отметку в 21 миллион превысило число заболевших коронавирусом в мире. В стране за сутки выявлено чуть больше 5000 случаев COVID-19. Общее число заболевших по официальным данным более 912 тысяч человек. Выздоровело порядка 723 тысяч. В Ингушетии плюс 27 случаев с коронавирусом за сутки. Всего в списке заболевших 3981 человек. Выписанные из больниц 3467. 19 пациентов в тяжелом состоянии, 4 из них на ИВЛ. Учебный год в России традиционно начнется 1 сентября. При этом неукоснительно должны соблюдаться требования Роспотребнадзора. Готовность региональных школ к новому учебному году проверяет специальная комиссия. В ее составе специалисты Роспотребнадзора, МЧС и Минобра. Слово Диане Дударовой. Уже более 5 месяцев за этими партами никто не сидел. Успели соскучиться как дети, так и учителя. Правда, с 1 сентября в эти аудитории вновь вдохнут жизнь. К новому учебному году готовятся не только школьники, но и руководители общеобразовательных учреждений. Ну а насколько они готовы, уже проверяют надзорные органы. Приемка образовательных учреждений в Ингушетии еще продолжается. Специальная комиссия оценивает состояние школ, детских садов, организаций дополнительного образования. В составе инспекционной группы сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и Минобра. У нас есть и инструкции, план есть, безопасности. Гостей встречают первая школа Икажева. Инспекторы по пожарному надзору проверяют пути эвакуации, наличие и исправность огнетушителей. Не забывают при этом провести противопожарный инструктаж. Также проверили состояние автоматических средств оповещения и сигнализации. На сегодняшний день школа готовности 80-95%. Имеется незначительное нарушение, в последующем, где мы сделаем акцент внимания, чтобы устранить до 1 сентября. Как отмечают сотрудники МЧС, большинство нарушений в учреждениях связаны с финансовыми затратами. По этой причине объекты пожарной безопасности зачастую своевременно не обслуживают. Эти вопросы рассматривают уже на уровне правительства региона. Раз в квартал по инициативе начальника главного управления инициируем заседание КЧС, где присутствие под руководством главы Республики Ингушетия информируем в общем состоянии вопроса пожарно-образовательного, то есть социального блока, который у нас как бы категория подпадает под высокую вопрос пожарной безопасности. Специалисты Роспотребнадзора оценили проведенный косметический ремонт, качество освещения, систему водоснабжения в школах, организацию горячего питания. Также проверили состояние пищеблоков, столовых, медкабинетов и спортзалов. Так, во второй Икажевской школе обратили внимание на готовность ученических классов согласно требованиям. Недочеты не остаются без внимания зоркого взгляда сотрудников в погонах. Расстояние от стены не соблюдается. От доски я вижу, что соблюдается. От стены и до задней стены должны соответствовать. Правда, ученикам в этом году придется соблюдать и не только привычные правила, но и санитарные требования. Школы обязательно должны быть обеспечены масками, бесконтактными термометрами. В условиях пандемии необходимо особое внимание уделять и дезинфекции помещений. Уборку детсредствами нужно проводить каждые 2 часа. Ручки дверей протирать ежечасно. Соблюдать социальную дистанцию, а преподаватели и работники столовой обязательно должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ранее мы выдавали рекомендации во всех образовательных организациях в ходе к новому учебному году, чтобы они
утвержденные рекомендации управлением Роспотребнадзора соблюдали. Это как масочный режим, чтобы они в полном объеме закупили дезинфицирующие средства, растворы, антисептики. Безопасность здоровья детей в приоритете и для руководителей школ. С этой целью не только вооружились средствами защиты, но и меняют расписание занятий и даже планируют вернуться к двухсменке, чтобы сократить количество учеников в классах. Уже поменяли наш план-график. Во все наши мероприятия в план работы введены коррективы. Поменяли мы расписание уроков, расписание звонков, расписание приема пищи. Все силы нашего педсостава, технического персонала будет направлено на то, чтобы обезопасить наших детей, сохранить жизнь и здоровье всем. В данный момент мы разрабатываем план, обсуждаем данный план и с родителями, и с нашими педагогами, потому что как-никак данный коронавирус, он внес какие-то изменения в нашу работу. Будем думать, разрабатывать план, чтобы минимизировать риск. Специалисты уже проверили более 50 объектов образования. В каждом подтвердили готовность к новому учебному году. На очереди еще около 40 учреждений. На устранение выявленных нарушений дается время до 1 сентября. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24. Депутат Госдумы Алихан Харсиев поздравил народного писателя Ингушетии Ису Кадзоева с 82-летием. Свой личный праздник именинник отметил накануне, но самые искренние пожелания в его адрес звучат и сегодня. От лица Алихана Харсиева помощник депутата передал писателю пожелания крепкого здоровья и творческих успехов. Поинтересовался, как продвигается работа над первым историческим многотомным романом эпопеей «Галгай». А в качестве подарка для завершения работы и издания книг от Алихана Харсиева Исе Аюповичу вручили 1 миллион рублей. شقبت باقش إلادات. ثانية هذه يخير هنس أليخانة شق كيش كأرد قصش أو بدرياتش. ديس شو دوش. سون ده غلق ولا سون ديسل دواس غلق ديس جتر شو أي غلق. Сотни семей Ингушетии получат помощь от диаспоры турков-месхетинцев. Земледельцы делятся с нуждающимися собственноручно выращенными овощами. Сах доставили в Малгобекскую больницу и городскую администрацию. Для удобства малоимущих семей помощь планируют развести поадресно. Тамара Хашагульгова продолжит. Машину, груженную овощами, в администрации Малгобека в сезон сбора урожая встречают каждый год. Лук, морковь, картошка, капуста – все свое и без химикатов. Бенали Халелов уже несколько лет подряд возглавляет национальную общину турок-месхетинцев нашей республики. Поделиться результатом своего труда для представителей этой общины всегда в радость. И мы решили так немножко собрать с каждого человека, кто что может. Не говорим, вы столько дайте, того столько, чтобы дал. От души человек что хочет дает. И даже уже не я говорю или другие, уже люди сами приходят, говорят, когда ты собираешь, когда ты организуешь, давай быстрее, это заканчивается, мол, давайте сделаем. Если это благое, угодное дело, конечно, мы думаем, пока здесь живем, будем жить вместе, дружно, солидарности, и будем делать, иншаллах. В Ингушетии турки-месхетинцы живут с 1989 года, а сесть в этой местности их заставили волнения в Фергане. Их историческая же родина – турецкий город Конья, известный плодородными землями. Как говорит Бенали, любовь к земле у них в генах, и куда бы ни закинула судьба, руки тянутся к ней. В Конье живущие люди, они земледельцы. Вот и мы, хоть куда нас перекиньте, мы просто с землей связываемся. Как говорится, земля – это мать. Мать всегда своего ребенка кормит. Вот так и получается. Помощь, которую оказывают месхетинцы, не разовая акция. Благотворительные мероприятия, инициированные местной общиной в Малгобеке, проходят ежегодно. Вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Так, часть этой помощи традиционно отправляется в районную больницу. Нам очень большая помощь. Это кормим больных, делаем блюда разные. Такой набор недели на 2 нам хватает. Приятно все, что нас вспоминают, что возят, что помогают нам.
Не забывают здесь и о нуждающихся. Их списки составляют местные администрации, чтобы потом развести помощь по домам. Есть определенная часть людей, которые нуждаются в этом. Вот в основном эта помощь чисто только доводится до нет. Мы эти списки согласовываем с имамами нашей центральной мечети, потому что они знают, какие люди в чем нуждаются. Исходя из этого, значит, были составлены списки, и начальник отдела, значит, проводит это, и сотрудники отдела социальной защиты проводят вот эту большую работу, разъезжают и развозят эти продукты. Такие акции способствуют сплочению народов и подают добрый пример. А организаторы обещают, помощь дойдет до каждого, кто в ней нуждается. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. 83 года исполнилось бы сегодня ученому-фольклористу, доктору филологических наук Ибрагиму Дахкильгову. Его помнят в научной среде как человека образованного, компетентного и принципиального в вопросах науки. На протяжении большей части своей жизни Ибрагим Дахкильгов собирал ингушский фольклор, исследовал его корни, издал ряд монографий и учебных пособий. Он же стал инициатором создания 10-томной антологии ингушского фольклора, многотомного труда «Современная ингушская литература. Исследования. Современный ингушский язык», выпустил ценную монографию «Ингушский нарский эпос». Именно при Дахкильгове усилиями ученых была издана книга «История Ингушетии». Большую часть произведений он писал на ингушском языке. Научного деятеля не стало 6 лет назад, но его имя навека вписано в историю ингушской науки. Продолжается прием заявок на 12-й всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений с «Миротворец». К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и этнических СМИ. Жюри оценит работы участников в 6 номинациях: телевидение, радио, печать, интернет, детские и молодежные СМИ. Нация победителей. На конкурс принимаются только авторские материалы. Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Прием заявок начался в конце июля, а завершится 15 сентября. Ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнух и не только. Во владении Исы Измайлова несколько сотен гектаров земли. Фермер уже много лет занимается сельским хозяйством. Его направление – это растениеводство. Выращивает преимущественно зерновые культуры. В этом году погода преподнесла немало сюрпризов аграриям. Как они повлияли на урожайность, расскажет Зелимхан Калоев. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Этой пословице следует Иса Измайлов. Когда-то начинающий строитель не мог представить, что спустя годы он станет успешным фермером. 170 гектаров, засеянных ячменем, пшеницей, кукурузой, рапсом и даже подсолнухом. А начинал свою деятельность Иса весьма скромно. Так, бол беш хадяхка должна хам техник есес стал ко склад самаш хатуайдеш убился чам халера давярсы хадяхка должна хам оз кладветтеш а ес хуга техник хам хуг цухули хайк хуг юлш цухули бол хабич о халб. Позже он решил объединиться с соседями и взять совместно в аренду 400 гектаров под посевы. Идея полностью себя окупила, поля начали приносить доход. Своими руками Иса построил склад, навес, а позже начал разводить животных. Сложнее всего, по словам фермера, с урожаем в этом году. Из-за засухи о кукурузе и подсолнухе пришлось забыть. как это долго ханзат а до носу там еще уже корень дает они он так лето страховка жаю выплаты е мегежду носу де мегежду далее. На складе у фермера уже запасены семена озимых. Все они прошли лабораторное исследование на качество. Этой культурой предстоит засеять 300 гектаров земли. Сорт же Татьяна сортир первый элита мукбасир элита муккай ладиляр семена же полностью супер элита аденда изица дади. Быть фермером – тяжелый труд, говорит Иса Измайлов. Нужно быть все время начеку, выстраивать план работы заранее. А самое главное – не опускать руки, когда что-то идет не по плану. Такой труд всегда окупается. Зелимхан Калоев, Новости 24.
Культура слова – это еще один конкурс для журналистов и блогеров, который объявлен Министерством культуры. Творческое состязание среди представителей традиционных и новых медиа, рассказывающих о национальном проекте «Культура», пройдет в августе-сентябре. Заявки принимаются до 14 сентября на официальном сайте конкурса. К участию допускаются материалы, опубликованные или размещенные в средствах массовой информации в период с 1 июля по 14 сентября текущего года. Среди номинаций, в которых можно побороться за первенство: лучшее интервью, лучший фотоснимок, лучшая печатная публикация, видеосюжет. Жюри конкурса оценит представленные работы по критериям актуальности, достоверности и информационной насыщенности. Также будет учтено соответствие работ основным направлениям нацпроекта «Культура». Будущие звезды ингушского футбола. Юношеская команда «Ангушт» возобновила тренировки после вынужденного перерыва. В период карантина у юниоров было время разобрать тактику ведения игры теоретически, и теперь они приступили к практике уже на поле. За тренировкой наблюдал Идрис Ижиев. Раз, быстрее работай. Все в касании, все в касании. Этим ребятам не больше 10, они уже контролируют мяч словно профессионалы. Группа занимается уже 2 года. Ребята оттачивают футбольное мастерство с большим удовольствием, ведь в период пандемии в футбол они могли играть разве что на компьютере. После снятия ограничений тренировки вновь возобновились. 2 недели, 3 недели, как максимум месяц вышли на работу. Дети очень соскучились, если честно. Вначале мы работали 3 раза в неделю, сейчас перешли уже на полную неделю, уже 5 раз в неделю работаем. За командами тренера следят очень внимательно, ведь кому еще знать, что прежде всего нужно подтянуть. Сегодня они начинают с паса ближнему и оттачивания техники. Детей у нас до 30 человек бывает на тренировках, очень много даже бывает иногда. Тренировка у нас проходит, мы пока дети маленькие работаем на технику. Дети 2010-2011 года рождения, это у меня 2-я группа. Первая группа была 2002 года, мы его выпустили позапрошлом году. Не точно, чересчур сильно, отпустил слишком далеко, ошибки не страшны, ведь для этого и нужны тренировки. Магомед Амин сегодня один из самых активных на поле. Футбол для него сейчас на первом месте. Весь год он ждал летние каникулы, чтобы от любимого занятия его ничего не отвлекало, однако вмешалась пандемия. Почти 2 месяца домашнего ожидания, и вот наконец-то любимое занятие в привычном темпе. Я по тренировкам я очень скучал, они возобновились, я очень рад. Я играю 3 года, вроде у меня получается, и я продолжаю играть в футбол. Удары по воротам, точный пас, легкость и скорость в движении. Именно это притягивает молодежь к самой популярной игре с мячом. Мне раньше нравилось на телевизоре смотреть, и я решил сам на футбол пойти. Футбол мне сразу начал даваться, я начал хорошо играть. Судя по ударам в движении, на тренировках футболисты зря времени не теряют. Вратарь едва успевает вытаскивать мяч из сетки. Из-за пандемии коронавируса все турниры пришлось перенести на неопределенный срок. Однако игроки все же успели поучаствовать в соревновании, и для первого выезда достаточно успешно. Мы хорошо поехали на турнир, хорошо сыграли. Думаю, в следующий раз у нас тоже хорошо получится. Тренируются мальчишки вплоть до окончания школы. Тем самым после 11 лет занятий они получают не только школьное образование, но и футбольное. После 11 класса, если ребенок уже, не ребенок, он уже взрослый человек, он уже, если он играет уже хорошо в футбол, мы его отдаем или в Ангушт, или за пределы куда-нибудь. Например, в Казань мы отдали 2 человека. Есть еще у нас дубли игроки. Ну и по традиции в конце занятия матч. Это помогает лучше чувствовать друг друга на поле, а также посоревноваться между собой. Ведь футбол – игра, которая состоит из взаимоподдержки и борьбы. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.